В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Точно в цель. Всегда приезжать очень интересно. Всегда небанальные упражнения заставляют стрелка и подвигаться, и подумать. В Российском университете спецназа выявляли лучшего стрелка на Кубок Чеченской Республики. Наращивая сотрудничество. Как можно плодотворнее продвигать сотрудничество между Китаем и Россией. Развитие российско-китайских отношений в области науки и образования обсуждали в Грозном. Об итогах круглого стола в репортаже Натальи Депутатовой. Защитники Родины. Мы наступаем, мы освобождаем наши территории, мы освобождаем наших людей. Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения СВО. Каков настрой бойцов? В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Бойцы прошли ускоренный курс тактической и огневой подготовки на базе Российского университета спецназа. Обучал их высококвалифицированный инструкторский состав, всем необходимым обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Проводить парней прибыли официальные лица республики. За последнюю неделю, полторы можно сказать, у нас очень хорошие результаты. В частности, именно у нашего легендарного спецназа «Ахмат». Мы наступаем, мы освобождаем наши территории, мы освобождаем наших людей от нацизма, от фашизма. И, иншаллах, это все продолжится. Победа, мы уверены в этом, не за горами. Всероссийская акция «Ночью в музее» прошла в Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова. В этом году она приурочена к Году семьи в России и Году истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа в нашей республике. Программа включает в себя насыщенную и разноплановую тематику мероприятий. Для гостей провели обзорную экскурсию по залам галереи, мастер-класс по интерьерной живописи, ярмарку женских национальных ювелирных изделий. Основные приоритетные направления сотрудничества и обмена опытом между российскими и китайскими учеными обсуждали за круглым столом в Грозном. Основное внимание форума было уделено совместному заявлению президента России и председателя КНР о развитии ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года. Говоря об основных достижениях наших взаимоотношений, особо ученые отметили общность ценностей и политических взглядов на будущее. Итоги круглого стола расскажет Наталья Депутатова. Чеченская республика является одним из передовых регионов Российской Федерации в вопросах взаимодействия с Китаем. По словам члена политического консультативного совета КНДР Джана Гуанцзы, китайская сторона и Академия наук региона, безусловно, найдут общие темы для научных исследований. Вот, только до 20 лет после войны чеченский народ достигли таких огромных достижений и успехов, мы очень уважаем. Как можно плодотворнее продвигать сотрудничество между Китаем и Россией. Делегаты обсудили основные приоритетные направления сотрудничества и обмена опытом между российскими и китайскими учеными. Визит китайских гостей в Чеченскую республику особенно актуален на фоне состоявшегося совсем недавно визита Владимира Путина в КНДР и заключения соглашений в дружественной стране. Состоялось очень важное мероприятие, которое, безусловно, послужит укреплению дружбы, контактов между Чеченской республикой и Китайской республикой. Конечно, масштабы разные, но тем не менее, то, что мы сегодня наметили общей точкой соприкосновения, то, что мы заметили, что нам есть в каких сферах сотрудничать в области общественных наук, это очень важно.
Дело в том, что обмен студентами и аспирантами обогатит и нашу науку, и ихнюю науку, ибо наука не знает границ. Китайского и чеченского народов, по словам ученых, очень много общего. Изучение обычаев, традиций и быта будет способствовать взаимному культурному обогащению. В настоящее время в Шанхае, в Китае, находится в процессе издания большая научная работа, посвященная языковой ситуации в Российской Федерации. В содержании этой большой книги есть раздел, посвященный Чеченской Республике. Руководство нашего региона во главе с Рамзаном Кадыровым уделяет большое внимание технологическому росту и укреплению связей в сферах науки и культуры. В этой связи уже начала успешно реализовываться утвержденная в этом году концепция научно-технологического развития Чеченской Республики до 2030 года. На форуме определились основные приоритетные направления сотрудничества и обмена опытом между китайскими и российскими учеными из Чеченской Республики. Конечно же, это обязательно повлечет за собой еще большее укрепление дружеских связей между народами. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном свыше 1000 человек в возрасте от 6 лет и старше приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег РФ». Местом проведения спортивного мероприятия стала территория комплекса Грозненского моря. Участникам предстояло преодолеть 4 дистанции на выбор от 1 до 21 километра. Победители и призеры были награждены медалями и дипломами. В этом году забег прошел во всех регионах страны 8-й раз и объединил более 160 тысяч человек. Я в последний момент узнал про проведение соревнований, но готовился еще, постоянно тренируюсь, готовлюсь, выступаю за пределами республики. А так, за 2-3 дня узнал про соревнования, и подготовка тоже прошла успешно, без травм. В основном тренировался в горах. Было тяжело, я хочу поблагодарить всех своих соперников, которые разделили со мной эту трассу. По воле Всевышнего, как говорится, удалось первое. А в Грозном прошел ежегодный конкурс «Юные таланты». Основная цель фестиваля заключается в выявлении и поддержке творческого потенциала детей. Участники соревновались в 5 различных номинациях, демонстрируя свои уникальные способности. О маленьких талантах расскажет Медина Мударова. Мухаммаду Аздамирову 6 лет. Выступать перед публикой мальчику не впервой, но к конкурсу он готовился еще с сентября. Участник подошел серьезно к подготовке своих номеров. Ежегодный республиканский конкурс «Юные таланты» собрал воспитанников всех дошкольных учреждений региона. Организатор – Комитет правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию. Главная цель – раскрыть потенциал детей. На самом деле каждый ребенок талантлив по-своему. Неталантливых детей просто не бывает. Просто нужно найти в каждом малыше ту самую искорку, ту самую изюминку, которую сегодня у нас задача найти ее. На официальном открытии финального этапа участники и жюри познакомились друг с другом. Оценивать ребят будут знатоки своего дела. Сейчас 40 участников распределили в группы по 8 человек для каждой номинации. Всего их 5. Юный художник, вокалист, танцор, чтец и математик. Каждый ребенок раскроет жюри свой талант. Каждый из ребят талантлив по-своему. Один завораживает публику своими движениями, а другой прекрасно поет. В финале главное показать запоминающийся номер. Артистизм, исполнительское мастерство, оригинальность и сложность номера. Все это отмечают судьи. Нам понравилось, как все дети работают. Конечно, мы оценивали артистизм, как ребенок слышит музыку, как он двигается, как запомнил рисунок танца. Была проделана очень хорошая работа организаторами. И, конечно, нам пришлось выбрать
и раздать места. Волнительный момент. Пока жюри подсчитывают баллы, юные участники ждут оглашения результатов в актовом зале. Чтобы разбавить обстановку, детишки решили показать танец. Победители и призеры 5 номинаций получили дипломы и подарки, а каждый участник смог сделать фотографию на память. Педагоги отметили, что конкурс талантов стал для детей отличной возможностью проявить себя и обрести уверенность в своих силах. В конкурсе участвовал воспитанник нашего детского сада в номинации «Юный математик» и занял первое место. И хотелось бы выразить особую благодарность руководству Чеченской Республики, который уделяет особое внимание выявлению молодых талантов. Об этом конкурсе мы узнали буквально за неделю до него, и приготовились мы к нему очень быстро и как-то не сомневались в талантах нашего юного математика. Конкурс стал хорошим трамплином для дошколят и выявил будущих звезд. Этот опыт они запомнят надолго. Медина Мударова, Хусейн Муртаханов, Саитель Имампукаев, Вести, Чеченская Республика. Оглушительные звуки выстрелов, стрельбы накануне не умолкали ни на секунду в Российском университете спецназа. Там состоялись соревнования по практической стрельбе на Кубок Чеченской Республики. Организаторами выступили Федерация практической стрельбы, Министерство по физической культуре и спорту и РУС. В рамках 10 упражнений мишени вылетали с разной скоростью, дальностью и под различным углом, делая этот вид спорта еще более захватывающим. Имена победителей узнаем у Адама Магомедова. В первом упражнении используется открытый пистолет ОПН. Необходимо поразить все мишени по мере видимости, не выходя за пределы зоны, ограниченной штрафными линиями. Тут очень важна скорость и правильный выбор позиции. Всего на соревнованиях по практической стрельбе Кубок Чеченской Республики таких 10. В них применяется оружие разного вида. В турнире принимает участие порядка 50 человек с различных субъектов Российской Федерации, разделенные на 5 команд. Каждый боец готов до конца бороться за победу и прилагает максимум усилий. Я сам не первый раз в Российском университете спецназа. Достойное проведение соревнования, и мы надеемся, что наши участники тоже покажут, соответственно, достойный результат. Всегда приезжать очень интересно, всегда небанальные упражнения заставляют стрелка и подвигаться, и подумать. Впечатления самые лучшие, и в этот раз тоже. В ходе соревнований всегда есть множество нюансов и спорных моментов, однако квалифицированные судьи не позволяют им влиять на исход, разрешая ситуации максимально справедливо. Надо следить в первую очередь за безопасностью, чтобы стрелки ни в коем случае не пострадали, ни официальные лица, ни участники, ни зрители. Это первая задача и главная судьи. Ну и объективное судейство, чтобы результаты были честными и точными. В результате напряженного турнира в 5 зачетах было определено по 3 призера в каждом классе. Им вручили почетные медали и грамоты. Адам Магомедов, Рамзан Абуев, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. В Башкортостановском муниципалитете произошла страшная трагедия. На 2-летнего Мухаммад Эмина Муртазова напали бродячие собаки. К счастью, быстро подоспел отец. Мальчик экстренно был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. О состоянии ребенка поделится Мадина Нусалчиева. Ужасное событие коснулось семьи Муртазовых 3 мая. Их сын, 2-летний Мухаммад Эмин, подвергся нападению собак. Первую необходимую помощь мальчику оказали по месту жительства в Урус-Мартановской центральной районной больнице, после чего он в экстренном порядке был доставлен в Грозненскую детскую клиническую больницу номер 2. На момент поступления состояние ребенка было критическим, делится заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Зелимхан Шаипов. При поступлении состояние ребенка крайне тяжелый, также были множество раны по всему телу и разрыв обоих легких, то есть пневмоторакс. Мы оказали всю необходимую экстренную медицинскую помощь. В первую очередь также мы задренировали плевральную полость справа, также мы ребенка перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Ну, соответственно, ребенок был на высоких вазопрессорных препаратах. Поначалу он находился за счет тяжести общего состояния. Алхамдулилlah, по воле Всевышнего нам удалось вытащить ребенка из этого состояния. Ребенок более простабилизировался. Он у нас находился 4 суток. Бабушка пострадавшего пожелала не показывать своего лица, однако согласилась поделиться с нами этой страшной историей. Мухаммад Эмин и его семья живут на окраине села Алхазурово Урус-Мартановского района.
дома. Отец мальчика содержит овец. В тот день он, как обычно, возился с ними неподалеку от дома. Мать внутри совершала намаз. Малыш вышел на улицу, желая подойти к отцу. В этот момент все и произошло. يخح شيء أولستي عشقلر تير قليلوش جدو تون تيجر تبيتير جينقر سيتواتي جاليش تون يعدو الاشت ده تغيير تبين أتمنى وتدقيقش إشتاد أتو ويس نقر تسراز وبلنيتي والنا مرتنتي والن تيجرا يخسكور تقص قاتش قصر ليرش ديك حاج إشتوتو كلار والدال خاستم بيش أشتو الحمد لله. После того, как состояние Мухаммада Эмина нормализовалось, его перевели в профильное отделение, чтобы там долечивали остальные раны. Рваные раны, головы, туловища, конечностей. То есть тяжелая травма с последующим проникновением, то есть пневмотораксом, который привело к пневмотораксу. Вот. В последующем, конечно, это ребенок попал в реанимацию, после всего тяжелая травма. Но сейчас у него состояние ближе к удовлетворительному. У нас есть остаточный пневмоторакс справа. Последствию прокуса грудной клетки, то есть проникающего ранения грудной клетки. Вот. Сейчас получает чисто симптоматическое лечение. В дальнейшем он будет получать антирабическую вакцинацию в плановом порядке. Это до 3 месяцев. Будут наблюдаться амбулатории по месту жительства у нас. Сколько именно предстоит пробыть малышу в больнице, точно неизвестно. Однако прогнозы врачей для Мухаммада Эмина только положительные. Все надеются, что совсем скоро он снова будет бегать и играть. Мадина Толчиева, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах, социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.